Сейчас в республике идет активное обсуждение закона о развитии сельского хозяйства. Каким образом будут учитываться мнения людей? И вот для чего вам это обсуждение? Что оно вам даст? Мы должны иметь определенный закон о развитии сельского хозяйства с учетом того, что есть федеральный закон. Сельское хозяйство – это основа жизни на селе. Другой отрасли нет, которая определила бы развитие в целом села. В-третьих, исторически сложилось так, что у нас в республике произошло уже испокон веков как бы разделение труда. То есть, это я хотел подметить обязательно, чтобы понимали, русскоязычное население сегодня представляет промышленность. Это исторически сложилось. Никто их никого не заставлял, а село традиционно представляется коренным населением, потому что это тоже исторически сложилось так. Поэтому, когда мы говорим о сельском хозяйстве, то мы должны понимать не только вопросы экономики, не только вопросы. Это очень важно, чтобы мы понимали, что это есть и культура, и традиции коренных народов. Поэтому сельское хозяйство как бы выходит за рамки общих понятий экономических, и мы должны в связи с этим уделить особое внимание. Мы за все эти годы, когда занимались переходом на новые условия жизни, когда общественный политический строй изменился с одного строя на другой, то мы, конечно, искали пути развития, разные пути, разные механизмы. Но мы при этом в Якутии всегда поддерживали сельское хозяйство. Поддерживали для того, чтобы сохранить, чтобы не потерять это сельское хозяйство. С этой задачей, в принципе, вот за это годы мы справились. То есть сельское хозяйство само по себе существует. Мы населенные пункты, которые есть в сельской местности, не сократили при всех сложностях. Если мы поедем по центральным областям и краям Российской Федерации, то мы увидим там десятки тысяч поселков закрыто. Этого у нас не произошло. Но при этом очень сложно жить и иметь доходы в сельской местности. И пришло время сегодня выработать определенные правила игры, как нам дальше развиваться в вопросах сельского хозяйства. Было поручение года 2 назад, чтобы разработать закон о развитии сельского хозяйства. Этот закон базировался на законопроект, который был разработан нашим министерством и соответствующими структурами на базе закона Российской Федерации о развитии сельского хозяйства. Но это законопроект, который был выработан, не обсуждался на уровне парламента республики, на уровне министерств, ведомств и на общественных слушаниях, он все-таки не подчеркивал особенности нашей Якутии. Потому что введение сельского хозяйства в Якутии – это абсолютно другое хозяйство, чем в Центральной России, в южных субъектах Дальнего Востока. Здесь особые климатические условия, особая транспортная доступность, это огромные территории, ограниченные сельхозугодья и так далее. То есть есть определенные особенности. В связи с этим я, когда изучил представленный уже законопроект, я сказал, что такой закон не пойдет. И сам подключился в разработке нового закона, и в этой весной со специалистами мы выработали новый законопроект. Вот этот законопроект, он абсолютно другой, как был представлен до этого. Вот и эту работу я опробировал в населенных пунктах, встречался с фермерами, встречался с руководителями муниципалитета, подсобными хозяйствами, организаторами сельхозпроизводства. Мы обсуждали в Чуровчинском районе, в Пусалданском, в Верхневелийском. И как они оценивают? И тогда, когда они посмотрели, поддержали, что такой закон приемлем, тогда я дал задание обсудить широко. Вот это обсуждение сегодня идет. Теперь как мы должны это делать? В районах, там, где заинтересованная сторона есть, это производители наши сельскохозяйственные и другие должны обсуждать. И сегодня в департаменте сельского хозяйства правительства все собираются это предложение, которое сегодня озвучивается. Предложения разные. Я тогда обратился к людям, к народу, чтобы этот закон был обсужден очень конструктивно. Обратился ко всем политическим партиям республики, региональным отделениям. Участвуйте. Я в своей оппозиции, так называемой, тоже обратился. Участвуйте. Любое конструктивное предложение будет услышано и принято. Поэтому сегодня идет очень крепкое такое обсуждение. И
Думаю, что где-то к 10 ноября мы закончим эту работу. И в ноябре внесем, и надеюсь, что парламент поддержит, и в декабре примется закон. Ну вот как вы относитесь к тому, что Эрнст Березкин разработал и публиковал альтернативный вариант закона о развитии сельского хозяйства? Я обратился ко всем. Очень много предложений сейчас идут. Но если у них есть предложения, то если бы это не популистские, мы будем рассматривать. Если популистские, как они раньше говорили, вот половину бюджета отдайте сельскому хозяйству или еще что-то отдайте, такие, конечно, приниматься не будут, потому что они нереальны. А мне надо, чтобы мы принимали закон реально работающий, нужный, чтобы правила игры люди понимали в любом направлении сельского хозяйства. А общими словами, там, я вам дам столько-то, сделай столько-то, такие законы. А мы же это в школе уже проходили. В 90-х годах, 2000-х годах. Нам сегодня надо заниматься реальными делами. Якутская государственная сельхозакадемия не получила аккредитацию по экономическим и юридическим специальностям. Сейчас стоит вопрос, что будет со студентами, которые обучались на этих факультетах. Вы лично на федеральном уровне пытались решить проблему. Вот каким результатом удалось прийти? Не хотел бы кого-то обвинять, просто сама система образования, которая есть у нас и работала не только на территории Якутии, по всей стране, она как-то с точки зрения эффективности, с точки зрения качества образования имеет очень много недостатков. В связи с этим и правительство Российской Федерации, и Министерство образования и науки Российской Федерации приняли решение ужесточить требования. Я вынужден был встречаться вот совсем недавно с министром науки и образования Российской Федерации Дмитрием Викторовичем Ливановым. И мы обсуждали этот вопрос. Я поставил вопрос ребром. У меня самая главная сегодня задача, чтобы это дети, которые поступили, поверили, что есть лицензии, есть разрешение, они поступили на учебу, получить государственный диплом. Чтобы была гарантия этого государственного диплома тем ребятам, которые учились в ЕГСХ в это время. Вот мы посоветовали с ним, пришли к единому мнению о том, что эти дети должны быть обеспечены условием получения государственного диплома. Это что означает? Это означает о том, что мы некоторые, которые ближе специальности, это в основном речь идет об экономистах, другие факультеты, которые связаны с управлением, с менеджментом, это приемлемо. А что касается юристов, мы договариваемся с Северо-Восточным федеральным университетом, чтобы они продолжили учебу там, и там получили государственный диплом. И министр это предложение поддержал. То есть сама сельхозакадемия не могла решить это не проблема, только наша Якутская сельхозакадемия, это в целом по стране, ко всем сельскохозяйственным академиям, учебным заведениям поставили требования и уже изымают лицензии, изъяли лицензии у многих таких учебных заведений. С другой стороны, мы упустили ситуацию в целом сельхозакадемии. Нам надо было, когда все эти вопросы стояли, если бы более такую наступательную позицию занимали руководство Академии, то мы могли бы заранее принимать меры, скажем, превентивные, чтобы переориентировать наших студентов и создавать какие-то другие условия. Но, к сожалению, мы поставлены перед фактом сегодня. Но думаю, что все-таки все это события произойдут без ущерба для наших ребят.